Я мониторила как-то очень давно это здание, и даже интересовалась его стоимостью. Меня удивляло, почему оно так долго стоит, и в нем ничего не происходит. Но это было вообще очень давно, может быть, даже лет 10 назад, 5, так вот. Ну, такая серая территория, да, то есть она не включена ни в экономику города. Мы не можем наблюдать вот это промышленное наследие, то, что от него сейчас осталось. На самом деле, я бы не сказала, что это прям совсем руины. Там, где одни видят проблемы, другие находят возможности. Дизайнер интерьеров, координатор движения Tom Sawyer Fest, да и просто активный пользователь немногочисленных российских демократических институтов Челнинка Любовь Егорычева как раз из тех, кто предпочел бы выбирать, плыть ли ей по течению или к цели. Мы стоим посреди заброшенной территории бывшего пивоваренного завода Стахеевых. Это самый центр Елабуги, и это то самое место, которое изменило ее жизнь. Она сама расскажет об этом чуть позже, а мы для начала оглядимся вокруг холодными глазами не Любови, а историка. Развалинами это не назовешь, но состояние производственных корпусов неудовлетворительное. Здесь почти нет ровесников. Каждое строение, как дети в любой семье, появлялось на свет ввиду множества обстоятельств. Вот это первенец. Конец XIX века, 1884 год. Но видно, что изначально двухэтажное здание было надстроено чуть позже третьим этажом. К нему примыкает справа буквой «Г» длинный корпус 1911 года рождения, выстроенный на месте сгоревших на страшном пожаре моечных, бродильных и отпускных помещений. Напротив, постройки 1900 года. Если приглядеться, то кое-где можно обнаружить и следы советского прошлого. Но это если приглядеться. Перед нами в целом промышленное историческое наследие, памятник. Это объект культурного наследия и по факту. И из 150 почти лет его жизни счастливыми можно назвать как минимум лет 100. А вот последние беспризорные 20 лет будто превратились сразу в несколько столетий. Настолько много шрамов они оставили здесь. Мы с вами будем первыми из людей, я вижу только кошачьи следы. Ну, слава богу, что сюда никто не ходит. Ну вот, кстати, знаете, обратите внимание на вот эту вот часть здания. Она вам ничего не напоминает? Ну, это явно сделано для того, чтобы что-то отсюда вытащить, да? Ну, это вы как техническим таким складом. Но я вижу здесь глаза и такой бездонный рот. Видите? Это да. Вот оно как будто бы кричит. Вы здесь, конечно, каждый уголок исследовали. Ну, практически. Не так-то просто, я смотрю, здесь исследовать этот уголок. Но хотя бы вот крыша у него есть, да? Здесь, да, видимо, была либо консервация, либо еще вот со времен последних производств. Внутри, конечно, лишь относительно безопасно. Попасть сюда уже давно не может каждый желающий, и мы проникаем на территорию завода с разрешения собственника. Это частное лицо, которое мы, увы, не увидим сегодня. Нет, здесь даму вперед нельзя. Ни в коем случае. И не потому, что деньги любят тишину. Насколько нам известно, это мало похоже на бизнес-проект и для самого владельца. Огромные территории, требующие гигантских вложений. И ключевой вопрос, конечно, а нужно ли это кому? Мы надеемся, зрители не будут читать то, что написано на стенах, а будут слушать только то, что мы с вами говорим. Но это все можно закрасить. Когда вот я тоже попала на эту территорию и представила, что могло бы здесь быть, честно, я не могла уснуть часов до 2 ночи. Я полезла гуглить историю про Стахеевых, вообще про всю эту династию. Это очень такая богатая страница истории, в том числе и для Елабуги, и для Российской империи. Стахеевы – крупнейшая династия елабужских купцов. Иван Григорьевич Стахеев – видный предприниматель и благотворитель,
обходя свои владения в 1876 году, должно быть, уже ощущал размах своей личности. Ведь этот завод у них с братом Василием не единственный. Есть еще водочные на окраине города, а за городом еще несколько подобных, не говоря уже о других прочих. 26 рабочих пиво-медоваренного завода вырабатывают 25 тысяч ведер пива и 3000 ведер медового вина в год. Иван Григорьевич самолично следит за качеством продукции. Конкуренция бешеная, и нужно еще постоянно поспевать за прогрессом. Электричество, паровые машины, пиво пить особо некогда. Его империя огромна, но и она не устоит, когда рухнет другая империя. А вот крышечки-то остались, Я да? ее вот так вот протру. Давайте попозже, муж. Ну, или, может быть, Это что-то из недавнего. в общем, из последних производств, да. Что тут? О, Стахеевых. Как приятно увидеть знакомую фамилию. Это заготовка для полторашек. Это есть специальная машинка, которая вот из этой штуки делает 1,5-литровую бутылку. А поскольку мы помним, что здесь производили пиво, то это будущие полторашки. Это надо сохранить. Тут еще и партийная жизнь была, посмотрите. В 1988 году она здесь существовала. В советские годы здесь снова разместится пивоваренный завод. Затем спиртовой, затем снова пивоваренный. И так он и доживет до начала 20 века, пока полностью не встанет, видимо, навсегда. Конечно, это лишь самые общие сведения, которые наша героиня узнала в самом начале своих поисков. История Стахеевых – это история Елабуги. Это история людей другого сорта. История не живущих в городе, а живущих городом людей. Они похожи. Наверное, поэтому это место и не отпускает ее. Ее идея в том, чтобы создать здесь место приложения творческих сил, в первую очередь жителей города. Идея, конечно, не новая, но для Елабуги это тоже свежий ветер. Что я об этом думаю, что такие места, настало время их перепридумывать. Понять вообще действительно, под что заново проектировать эти помещения. То есть кто здесь именно чем будет заниматься, и так, чтобы это было не просто красиво придумано, а так, что это нужно именно елабужанам, либо тем резидентам, которые здесь захотят разместиться. Потому что я думаю, что эта территория может привлечь не только самих елабужан, тех же челнинцев, потому что в Челнах, например, нет подобных зданий для размещения творческих бизнесов. Очень много дизайн-студий, которые не хотят на проспекте Мира вот в этих стекляшках сидеть, потому что это не та атмосфера. И я начала искать методы работы с такими пространствами, с такими территориями, потому что здесь нужен уже профессиональный подход. Таким образом, я обнаружила, что есть профессиональный курс переподготовки в РАНХИКСе. Я туда поступила, получила грант на обучение, и курс называется «Городские проекты для креативных индустрий». То есть это послужило толчком? Да. И вы из-за этого... Я именно писала сразу мотивационное письмо именно на этот проект, то есть работать с этой территорией. То есть и сейчас уже получается под, скажем так, шефством, менторством лучших специалистов в стране в этой области я пишу проект развития, то есть это прям и бизнес-план, и для кого, и для чего, и какие задачи. Гипотеза в том, что в наших городах еще остались люди, предпочитающие активную городскую жизнь молчаливому кормлению барбусов в собственном аквариуме дома. Гипотезу, конечно, нужно будет еще проверять. Но ведь есть и сподвижники, они лишь подтверждают эту гипотезу. Оксана Сазонова, фотограф, преподаватель английского, волонтер, она тоже здесь с нами. Если любовь увидела здесь поначалу только территорию, то Оксана встретила здесь свою любовь. Мы вынуждены уточнить, что это образное выражение. Они просто смотрят в одну и ту же сторону. Я поняла, что многие люди уезжают в другие города, чтобы получить какой-то новый культурный опыт
чего нельзя найти, допустим, вот в Набережных Челнах у нас. То есть это ограниченный набор такой сценариев, да? Вот он есть в городе. Да, я бы даже сказала, что люди привыкли быть в рамках бытового комфорта и не ищут ничего нового для себя. И нам даже не кажется, что нам необходимо что-то другое. Вот это что-то другое. Да, если даже кажется, что необходимо что-то другое, то люди как будто не готовы брать на себя ответственность за то, чтобы что-то изменить. Им кажется, что их желания недостаточно для этого. Как-то немножко вот эти разрозненные клетки этого общества, они потихоньку соединяются, образуют сообщество. И что-то все-таки мы чувствуем, что что-то все-таки растет. Какой-то новый организм. Когда люди объединяются, все равно это большая сила, больше мотивации, и можно к чему-то уже прийти. Сценариев развития этой территории множество. Некоторые помещения вполне годятся для вполне серьезного производства по-прежнему. Вот здесь, например, в этом здании 1900 года один из возможных стейкхолдеров, то есть участников проекта, готов разместить приличное питейное заведение с мини-пивоварней в придачу. Это мог бы быть практически новый музей-трактир для города. Посетителям не придется рассматривать голые стены в любом случае. Чего только стоят вот эти матицы, посмотрите, потолочные бревна, которые не обхватишь. Кто-то скажет, кому это нужно, кроме молодых? Это не так. Любые новые пространства обживают люди любых возрастов. Вот, пожалуйста. Дед проектировщика из Елабуги Натальи Евгеньевны Иващенко был директором этого завода в 50-е годы. Она тоже в проекте теперь. И у нее тоже есть план. План какой? Во-первых, сделать небольшую пивоварню, музей пива, хостел. Очень много желающих посетить Елабугу. Хостел – это чтобы было подешевле, демократично. Вот в том краю я бы сделала небольшой садик такой с какими-то экзотическими растениями, потому что это все было. И я бы хотела, конечно, решить вечный вопрос, чтобы нам, мастерам, мастерские для художников. Вот. Потому что это очень переживательная тема для Елабуги. То есть создание некого креативного пространства, создание возможностей для творчества. Как вам кажется, эта гипотеза близка? Близка. К истине? Несмотря на то, что в Елабуге много музейно-выставочных объектов, есть что посмотреть, лишним никогда ничто не будет. Мне доводилось видеть несколько музеев пива, вот в Чебоксарах у нас ближайший достаточно такой любопытный музей. Я думаю, что и здесь нам есть что показать, а вот так называемые музеи купечества, их же очень много. Вот если бы, например, я создавал музей купечества, то в первую очередь я бы придумал какое-нибудь креативное название, например, музей купеческой предприимчивости. То есть, по большому счету, то же самое купечество, но само название уже более привлекательное. Купеческая предприимчивость такого известного представителя рода Стахеевых, как Иван Григорьевич, самым благоприятным образом влияла не только на уровень жизни семьи, но и на жизнь вообще в округе. Вкушая свой хмельной мед и причмокивая от удовольствия, Иван Григорьевич не мог не предвкушать успехи не только себе, но и родному краю. Он и создавал во многом этот край, таким, каким мы его знаем сегодня. Это место в Нижнекамском районе известно нам сегодня как Красный Ключ. Это поселок под городом Нижнекамском. Но когда в 80-е годы XIX века Иван Григорьевич совместно с братом Василием покупали эти земли у оренбургского генерал-губернатора Крыжановского, никакого поселения тут еще не было. И образовалось оно, по сути, вокруг тех домов, что выстроили здесь Стахеевы. Наиболее известной была вот эта роскошная дача Стахеевых. Увы, сгоревшая в 1967 году. Еще несколько домов были разрушены еще в 17-м, но один дом все же уцелел. Точная дата постройки нам неизвестна. Предположительно, это 90-е годы XIX века и вряд ли старше. Этот богато декорированный дом
построил знакомый нам уже Иван Григорьевич Стахеев для своей дочери Александры. Объект культурного наследия республиканского значения. Мы вообще выяснили, что фактически такие здания в Российской империи мало где строились, в основном строились в Санкт-Петербурге в начале 20 века. Это район Стрелки. Вот там такие здания и есть. А здесь, представляете, в захолустье, в провинции. И вот такое здание с использованием вот этого стиля неоампир, да, с Каринским орденом. И поэтому мы считаем, что этот памятник, он даже должен быть не регионального, а федерального значения. Архитектор нам, увы, доподлинно неизвестен, но отдадим ему должное. Дом не утомляет, а подпитывает взгляд. И чем больше вы на него смотрите, тем больше деталей и смыслов вы открываете. Вот один из них – Каринский ордер или Каринская капитель, пышно украшенная листьями верхняя часть колонн. Некоторые историки архитектуры видят в этом контрасте гладких тел и сложных завитков даже некие эротические смыслы. Но и без того Каринский ордер часто называют символом женственности, девичества. Архитектор, разумеется, знал, что дом – это подарок дочери, и вполне мог насытить этими смыслами свое творение, которое, как видите, здесь повсюду. Увы, и этот дом, и его обитателей ждала несчастная судьба. За этим домом больше закрепилось прозвание не дом Стахеева, а дом Чикина. Хоть и построен-то он был Иваном Стахеевым, но для своего зятя. Василий Чикин офицер. О нем не очень много известно, но, например, скажем так, были свидетельства, что он вел весьма разгульный образ жизни. Все-таки это правда, что написано в интернете в данном случае? Трудно сказать, правда это или нет, но документально же это не зафиксировано. А с другой стороны, были свидетели той истории, когда вот за ним гонялись с топором и так далее, потому что заставали его не там, где надо было. А жена его, которая дочь Стахеева? Жена невероятно сильно все это переживала, и закончилось для нее это очень плачевно. Психиатрическая лечебница. Она все-таки помешалась. Как сказали бы сейчас, просто сошла с ума и была помещена в психиатрическую больницу в Елабуге. А что стало с этим домом после этого? И здесь была школа, детский сад был, а потом вот уже, ну, скажем так, еще не так давно здание поселковой администрации размещалось. Дом стремительно ветшает и разрушается. Стремительно, подчеркиваем. Это уже та стадия, когда спасать пора здоровье, а не красоту. Вот так выглядел дом почти полвека назад. Он был как новенький, еще с башенкой и смотровой площадкой на крыше. Но в доме тогда были жильцы, вот на этих фото здесь поселковая администрация. Она съехала в 2004 году, и никакая консервация не спасла уже дом от мародеров и поджигателей. Был сильный пожар в 2021 году. Сегодня дом условно заколочен, и попасть внутрь условно непросто. И очень мало кому удается попасть внутрь. Спасибо Нижнекамской администрации, отделу культуры. Они нам сегодня позволяют это сделать. Мы увидим, может быть, не самые красивые картинки, но мы, во всяком случае, увидим и сможем с вами оценить, Да. насколько серьезная сегодня ситуация с этим домом. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Перед нами хорошо знакомая картина. XIX век, неплотно прикрытый XX и кое-где практически уничтоженный XXI. В одной из самых больших комнат дома, в гостиной, судя по всему, снова бросается в глаза знакомый Каринский ордер. Вот на этих небольших капителях колонн. Арка, конечно, та самая.
Она тут покрашена каким-то А она была золотом. проходная. А, проходная. То есть выход был, то есть это уже закрыто в советский период. Вот с той стороны визуально мы видим, что она была проходной. То есть это какая-то большая зала была. На стены можно, в общем, больше не смотреть, хотя двери дома практически все сохранились. А вот потолки по обыкновению долгожителя. Потолочная лепнина, багеты, розетки – все на месте и, возможно, даже не тронуто. 100 лет у дома не было жильцов, но, видно, были ангелы-хранители. Это были обычные люди, и они сохранили для нас вот это. Камин, да еще и в какой степени сохранности. А я вот такую вот плитку-то и не видел даже. Прикоснуться хочется к этому чуду. Вы посмотрите, что Позолота идет. наверху-то что. Я себя чувствую, как тот самый Картер, который гробницу от Тутанхамона откапывал когда-то. Вот, наверное, он примерно то же самое ощущал. И удивительно, что он достаточно хорошо сохранен. То есть, учитывая то, что все-таки сюда практически каждый может забраться. Дом, в котором есть такого рода ценности, нужно не просто консервировать. Его надо вот таким, знаете, до тех пор, пока мы не одумаемся, каким-то таким железным куполом, как Чернобыльскую АЭС, закрывать, чтобы просто вот, никто не... Чтобы заходили только те, кто будет его восстанавливать. Да, вот именно. И никто пока не видел этого. Не дай бог это вот... Мне даже страшно это показывать, понимаете? Нам сказали, что еще вот здесь какой-то есть камин. И какой-то не менее удивительный, да? Вот он. Вот он. Вы посмотрите, это же брат-близнец. Но тут вот уже... Тут уже, да, чуть-чуть, да, потрогали. Посмотрите, как будто это вчера сделано. А наверху-то каждый раз вот смотришь наверх. Наверху, слава богу, вообще не достают наши любители исторических. Да, здесь только время. Перепады температур, конечно, влияет. Какая бурная тут была, видимо, жизнь. Я просто вот, когда вижу вот эту анфиладу комнат, я сразу столько звуков слышу, да? Как-то слышится все это. Дом оживает сразу, дом Да, оживает. почему-то он... Вот, посмотрите. Посмотрите. Неужели не оживает? Вот. Слышите, какая музыка здесь звучала? Какие люди здесь ходили? Как они были одеты? О чем они думали? Какие идеалы у них были? Пожар, начавшийся на крыше, в целом не причинил большого ущерба дому. Комнаты пострадали скорее от наводнения при тушении огня, чем от огня самого. Кое-где рухнули перекрытия, и картина, конечно, ужасная. Ужасная, но не катастрофическая. Ну, каков ваш вердикт, Андрей Ильич? Все это можно, конечно, вернуть? в Это жизнь? все восстанавливаемо. Не такое, как говорится, восстанавливали. Ведь хочется, да? Хочется, это нужно восстановить. Не так много этого осталось, а уж если говорить про Нижнекамск, который город достаточно молодой, исторического дореволюционного наследия здесь ведь по пальцам одной руки можно перечесть. И это один из тех вот домов, что обязательно нужно сохранить. Сохранить как? В каком качестве? Этот вопрос, конечно, был первостепенным. И ответ на него найден. Мыслей было очень много, предполагали и музей истории купечества, ну и различные, будем так говорить, развивательные центры, да, и все-таки остановились на том, что это будет культурно-исторический центр. То есть это обязательный элемент музея, и какие-то, будем так говорить, интерактивные моменты здесь должны быть.
Судьбой дома, кажется, все озабочены. Вокруг дома несколько лет назад даже началось некое шевеление. Владельцев, находящихся за домом совершенно не к месту гаражей, переселили вместе с их движимым и недвижимым имуществом, и все это, конечно, снесут. Для будущего, которое у дома, кажется, все-таки есть, необходимо будет и его окружение, и вид с воды тоже. Правда, денег на это будущее, как всегда, нет. И дело застыло еще на этапе проекта. Нам необходимо порядка 10 миллионов для того, чтобы завершить именно проектные работы и получить пакет документов уже для захода на реставрационные работы. По предварительным расчетам у нас было порядка 200 миллионов, но не факт, что это уже цифра актуальна на сегодняшний день. Градообразующие предприятия, то есть могли бы помочь, да, в этом отношении. Но есть некая, так скажем, сегодня надежда на то, что заинтересованные лица появились в том, чтобы вообще пролоббировать этот вопрос через Министерство культуры Российской Федерации. В комплексе уже подойти и к проектным работам, и к восстановлению объекта. Конечно, эти 10 миллионов на проект реставрации дома показались бы когда-то Ивану Григорьевичу Стахееву сущей мелочью. И его ответ нам предугадать несложно. «А что ж купцы ваши, — сказал бы Иван Григорьевич, — в карман только по своей нужде, что ли, глядят?» И правда, неужели некому вырастить эту пышную растительность на ровном буквальном месте? В Красном Ключе еще долго, наверное, будут ждать первых всходов, а вот в Елабуге, где на заброшенной территории бывшего пивоваренного завода Стахеевых уже прорастают сложные завитки какого-то будущего, их ждать не будут. Планируем здесь провести такую культурно-событийную программу и тоже поучаствовать в еще одном уральском проекте, который называется «Ночь на заводе», чтобы здесь прошли выставки, паблик-арты, спектакли, новые экскурсии. В общем, будем открывать территорию. То есть для начала мы здесь поработаем, чтобы создать базовую инфраструктуру, и параллельно нужно финансирование на проект реставрации. Именно ради этого проекта Любовь Егорычева изменила многое в своей жизни. Ради этого проекта она поступила в Академию РАН-Хикс, научилась тому, что даст ей возможность написать этот проект. Все было именно так. Сначала она увидела прошлое и ради него изменила свое будущее. Она могла бы бежать от проблем, но она не стала бежать от возможностей. На самом деле у меня были долгосрочные цели уезжать из России. Мне казалось, что здесь я построю свою жизнь лучше где-то за пределами страны. И когда я вовлеклась, именно уже совершая действия, глубже это все стала понимать и узнавать, я как будто бы нашла такую высшую цель для себя, что можно сделать такой проект и, условно говоря, делай хорошо там, где ты живешь. Как же мало нынче тех, кто думает не только о своем прошлом и не только о своем будущем. Тех, кто может нам сказать то, что никто не может нам сказать. Что будет дальше? В этих людях наши смыслы. Те же самые смыслы, что и в некоторых деталях архитектуры прошлого. Они не нужны, чтобы выжить. Они необходимы, чтобы жить.